проведать. Все-таки здесь другой мир. Другой мир. Очень даже. И люди все разные. Кто как жил. Вот иногда посмотришь, вы меня извините, да? Думаешь, он что, с рождения на улице жил? Может такие вещи ляпнуть. Нам тяжеловато, мы уже пожилые люди. Конечно, нам более-менее тишина. Мы стараемся так. Вот это вот. Я еще старшая здесь в отделении. Я здесь за порядком слежу. Кому не нравится, пусть это. Я говорю, пишите заявление, уволю. Хорошо, меня Раис поддерживает. Такие люди нужны. А так нет, беспорядка тоже нельзя. Кондиционер кому-то выключать надо, потому что каждый будет сам по себе, он же подохнет. Также телевизор. И потом смотреть чистота, порядок, комнаты, как одеты. Тоже это человек нужен. У нас в каждом отделении есть старший. Че, я так похудела, у меня поджелудочная, оказывается, такая страшная болезнь. Вы очень хорошо выглядите. Ой, спасибо. Красивые. Вот я хорошо, когда выглядела. Вот здесь мне 31. Расскажите о себе, как вы сюда попали. Да. Короче говоря, была квартира, все было. Муж умер. Сын был в Ульяновске жил. Мама, что ты там будешь одна? Да приезжай к нам. Они с женой там жили. Ну как, у нас же как, пока же продать надо, лишнее там туда-сюда. Я еще однокомнатную, сначала 3 была, на 2 поменяла, муж умер. На 1 поменяла, сын сказал, приезжай. И потом сестра говорит, уже сын едет. Продавай это, сразу уедешь. Я все продала, сына нету ответа. Через год я узнала, что сын умер. Вот это белая голова. В общем, у меня смерти одни за другими. И мамы нету. Вот недавно 2 сестренки. Одна в Донецке умерла, вот где бомбят Ясиноватый. Одна под Курском, тромба. Она мне бывшая баскетболистка была. Она. Это в больнице сделали операцию, спасли все, у нее аппендицит лопнул. Домой пришла, в больнице коронавирус поймала. Ну как не будешь седой, как не... Вот, это же все вот тут. Ну вот я тут, а что делать? Уже к сыну не поедешь, квартира продана, деньги уже за год они как, тогда однокомнатная $1000 стоила. Деньги же они как по квартирам уходят. Ну куда деваться? Ходила по квартирам, я вообще отделочница. Вот эти квартиры, 1 двухкомнатную, я брала, делала, вот они, видите, мозоли, это вот все от шпателя. Делала по квартирам, потом уже сил не было. И уже возраст. Потом попала я к Хасану мне туда. Туда попала, там была, хотела племянница купить мне общагу, а тут умирает ее мужа брат. Деньги ушли туда на дорогу, сюда, на памятники, на похороны. Купить не смогла. Потом Хасан мне говорит, ну что, поедете в Батуш? Я говорю, поеду, а что? Сил уже нету вот эти квартиры делать. Возраст. Вот я в 2010 году сюда, в январе 21-го мы сюда привезли. Еще на 1-й этаж, а я с окошка смотрю, а там вот такие розы, да, и снег лежит. Белые розы, розовые розы, и снег лежит. Им так понравилось, так много все. Потом потихоньку уже обходила все. О, как красиво. Зелень. А что нам теперь вот нужно? Что я у Бога просила? Я сказала, одна сестренка тогда живы были. Одна говорит, давай, говорит, Донецк, до Москвы. Еще у меня старшая сестра. Вот 4-й раз ее парализовала. Вот сижу на перепутье. Приедет ее дочка, меня заберет или нет. Та говорит ко мне, это говорит ко мне. Я лежала, сказала, Господи, те дороги, которые тобой не предназначены, ты их закрой. А вот куда ты меня хочешь определить, вот туда определи. Вот приехала в Батуш, 14-й год. Я уже привыкла. Это уже у меня 5-й директор. Все они, конечно, разные. Ну, руководители есть руководители. Конечно, мы с уважением совсем. Слава Богу, кушать есть.
лекарства дают. Одежда, слава богу, не голая. Живу, ну, у меня ничего такого нет. Вот что сама. Очень красивая у вас комната. Вот что-нибудь такое вот. Ну, я вообще-то привыкла своими руками что-то делать, оно интереснее. Вот так я живу здесь. А куда деваться? Сына нету, 2 сестренки умерли, муж умер, бабка умерла, отец умер, мать умерла. Это все вот на одно сердце. И они вот, понимаете, один за другим. У вас был один сын. Один единственный. В 30 лет вот воспитывала одна. По квартирам мучилась, сюда. Иногда так вот на душе. Ну что ты наделал? Я всю жизнь на тебя положила. А ты взял в 30 лет, ушел под землю, а мать кому нужна? Если бы, конечно, сын был живой, даже где-то краем уха услышал, что я сюда попала, пешком бы прибежал. Сказал: мать, ты что меня позоришь? Сын у меня очень хороший был, очень хороший. Ну что вот так? Внуков не осталось. Нет, жена не рожала. Они долго прожили, но жена детская мать. Я родилась в Сталинабад, 50-й год. Родилась дома, под виноградником. Бабушка, у меня папа татарин, мама украинка. Бабушка по отцовской линии приняла роды. Пуповину отрезала, искупала, завернула. Мать уже привела в порядок, она уже ходила по двору. И даже молоко у меня накормила, потому что у нас же 4 все-таки, соски-то всегда есть. И потом молочком напоила, и потом скоро приезжает. А где роженица? Мать говорит: я. А это где? А он говорит: лежит. Потом у нас первый роддом, у нас все в первом роддоме. Так вот. Мама украинка, папа, они с Кустаная пешком сюда. С 33-го года мои все родственники. У меня здесь очень было много родственников. Вот этот, если слышали краем уха или нет, Якчурин Шавкат, Медыхат, был председатель горисполкома. Вспомните, маленький такой пузатенький. Это мой дядя. Одна у меня тетя по этим больным, она и диссертацию защитила, все. Она тоже. Они сейчас все уехали в Кустанай, откуда они приехали. Туда. Кто-то умер, кто-то уехал. Ну, короче, мы остались. Училась я в 8-й школе. Жалко, что ее разбомбили. Тогда был у нас директор немец Лев Исакович. Он очень долго был директором. Это которая на Путовском. На Путовском. Сейчас она красивая, но... Нет, ее снесли, моя дорогая. Говорят, нет, да. Она с 48-го года. И вот какие землетрясения не было, даже нигде не было такого, чтобы она где-то... Потом сделали же эту 8-ю школу с математическим уклоном. Да. Помните Рая Турсунова, да, серебряную, которая... Вот эта беда получилась. Потом нас перевели в 3-ю школу, расформировали. Потому что там уже математический уклон, там туда... А так окончила я в 3-й школе. 8 классов. Дальше после 8 классов я поступила в медучилище. Это на школьном. Там я училась. На фельдшер-лаборантку. Фельдшер-лаборантка тогда учились 3 года. На медсестру 2 с копейками, а на фельдшер-лаборантку 3 года. Я не доучилась 8 месяцев. Хотя внутривенные очень хорошо. Но работала я, они все, те, которые преподаватели у нас были, они в ДКБ номер 2 на школьном, детской клинической больнице, они все там были врачами. Они мне сказали даже, может так, ну может не получилось, вы как практику здесь поработаете, а мы потом вам диплом дадим. Ну, скорее всего, нельзя было. Скорее всего, нельзя. А так... Я любому человеку могу оказать помощь. Я могу запросто сделать внутривенный. А дальше института? Нет, все, нет, потом я... Не было института выше? Нет, я потом устроили меня через горисполком, потому что еще молоденькая была. Это тогда, сейчас 50 лет СССР, а тогда было
фирма Гульстон. Гулистан, да, сейчас там. Вот там я была швей-мотористкой, стоит. да, швей-мотористкой ученицей. Потом я дошла до 5 разряда. Потом я в АТК уже работала. Потом оттуда что, я ушла уже, а замуж я вышла в Орджоникидзебад. Муж Орджоникидзебадский, он летал от алиментов, летал. Ну, в общем, короче, в кабалу попала. Потом все-таки пошла. Где-то в общежитии не прописывают, развода нет. Вот этот раз. 10 лет я так мучилась. Я потом написал вот Демишеву. Министерство юстиции, вечерний Душанбе, Министерство юстиции в Москве. Короче, я там целую петицию. Потом этот зам говорит, ну, через 3 дня вам ответ. А я сказала, 3 года и 3 месяца, или нет, через 3 дня. Я один не могу решать заседание. А не заседание, и пришло письмо через 3 дня. О некоторых правилах прописки прописать к отцу. И вот потом у меня жизнь началась. Потом у меня однокомнатную отец там на Чехова, в центре города. У меня сестра жила. Сестру он к себе забрал, а я ушла туда. И потом у меня жизнь наладилась. Во-первых, я уже спокойно на работе работала. Таджик Транс экспедиция, это считалась элита. Я там хорошо поднялась, на этой работе хорошие руководители были. И вот так потихоньку. Потом нашла себе пару. Вышла замуж. Он на меня 3-комнатную написал, ты хозяйка будешь. Ну, жалко. 4,5 года был парализован. Я его не бросила. До конца я за ним смотрела. Врачи сказали, если бы не такой хороший уход, он давно бы ушел. Вода не подымалась на 4-й этаж. Мы эту 3 поменяли на 2, на Барбат. Там и вода есть на 3-м этаже. Вот потом его вот так парализовало. 4,5 года, как я не ухаживал, как я не билась. Это еще для него. У него еще астма сердца. Там, когда вскрыли, там у него целый букет алых роз. И вот он умер, сын, мам, давай приезжай. Все распродала к сыну, сын умер. Так вот у разбитого корыта. Как вам тут живется? Слава Богу. Все-таки 14-й год это много. Это очень много. Это много. Я же говорю, разные директоры, разное все. Ну, слава Богу, в любом случае. Вот я недавно давала интервью, между прочим, приходили в библиотеке. Вот он говорит, я единственное еще раз хочу сказать, огромнейшее спасибо имаму Али Рахмону. Огромнейшее. Что мы вот он вот таких вот мы пришли сюда, да, ниоткуда, да, считай. Мы потеряли, кто-то потерял, кто-то по глупости, кто-то у кого-то стечение обстоятельств. Ему огромное спасибо вот за эти интернаты, что нас вот здесь приютили, что у меня есть комната, что у меня есть где спать, я одета, я обута, я накормлена, лекарства мне дадут. Огромное ему большое спасибо, не только от меня, от всех, по-моему, все так благодарят. Еще огромное спасибо я хочу сказать тем людям, которые извне приезжают. Доброта, вот эти мальчики приезжают, такие нам столы накрывают. А музыка, я тоже танцую. Танцушки. Там на столах все есть. 4-3 часа они нас развлекают. Приезжает, то ходаи делает. Дай Бог им здоровья. Приходит аш-паш, там тоже на стол. Приходит кто? Ташкили. Тоже с музыкой, тоже и потанцуем, и тоже кушать муж. Слава тебе, Господи, им тоже большое спасибо. Спасибо нашему руководству, спасибо директору. Тяжело. Мы все разные. Каждому подход, у него голова пухнет. Но все равно старается человек. Старается. Скопом. Вот не знаю, где, в каких интернатах, что, а пандемия нас не коснулась. У нас ни одного случая не было пандемии, вы понимаете? Он запрет сделал ни туда, ни сюда. Вот эти повара, что, они бедные здесь ночевали дней по 15 дней.
Если тех заводят, тех проверяют, что они живы, здоровы, нормальны. Потом опять очень оперативно он поступил. Из-за этого у нас случая коронавируса не было. Мы ему очень благодарны за это. Вот так и живем. Спасибо Слава вам Богу. большое, да, Вам очень спасибо, приятно. Приятная что вы женщина. приезжаете.